Здравствуйте! Вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Доверчивая жительница Якутска стала жертвой изобретательного мошенника. Так она сообщила полиции, что познакомилась в интернете с иностранцем. Злоумышленник после недолгой переписки сказал ей, что хочет переехать в Якутск, чтобы жить с ней. Женщина поддержала его. Продолжая общение, он написал, что перед отъездом ему необходимо оформить отпуск и другие документы, а также купить авиабилеты, и поэтому он попросил в долг около $8000. Поверив ему, женщина отправила деньги. Затем в течение нескольких месяцев мошенник под различными предлогами продолжил выманивать деньги у своей жертвы. В результате она перевела на различные счета более $32 000, что в переводе на рубли составляет более 2 миллионов рублей. Впоследствии он просто прекратил общение, а женщина осталась с разбитым сердцем. В Верхневилюйске пьяный водитель на микроавтобусе врезался в легковой автомобиль. Как сообщила пресс-служба ГИБДД региона, 2 человека получили травмы. В ведомстве уточнили, что водитель микроавтобуса Toyota Hiace допустил выезд на полосу встречного движения, где и произошло столкновение со встречной машиной Toyota Corona. Водитель и пассажира легкового автомобиля госпитализировали в хирургическое отделение сельской больницы. Водитель получил сотрясение головы, различные ушибы и переломы. Пассажир – вывих левого бедра. Обоим назначено стационарное лечение. Также в госавтоинспекции добавили, что в течение года водитель микроавтобуса не раз привлекался к административной ответственности. В момент ДТП он ехал один, был пристегнут ремнем безопасности и не пострадал. А свидетельствование на алкоголь показало 0,67 мг на литр. Со слов водителя следует, что до поездки он выпил вино и решил поехать к друзьям. Отмечается, что водитель легковушки был трезв. По факту ДТП проводится проверка. Банковская карта очень удобна, несомненно, но вместе с тем и опасна. Так житель города Мирного, потеряв карточку, лишился денег. Он сообщил полиции, что неизвестные потратили с нее около 7000 рублей. Подозреваемого установили, им оказался 35-летний уже ранее судимый местный житель. Он нашел банковскую карту возле продуктового магазина и, поняв, что карта позволяет расплачиваться без ввода пин-кода, он решил не упускать шанс и закупился в магазине алкоголем и продуктами питания. В Якутске полицейские раскрыли кражу труб на сумму свыше $500 000 рублей. В ходе расследования личность вора установили. Далеко ходить не пришлось, им оказался 28-летний начальник цеха данного предприятия. Установлено, что подозреваемый заранее продумал хищение и нашел покупателей. Он подготовил трубы к транспортировке, дав задание подчиненным распилить их. Вечером приехали покупатели, которые погрузили заготовленные трубы и вывезли их с территории предприятия на манипуляторе. Похищенные трубы вернули законному владельцу, ну а аферисту по закону грозит до 6 лет заключения. В горах центральной части Испании, где 2 недели назад пропала олимпийская горнолыжница Бланка Фернандес Ачоа, гражданская гвардия в среду обнаружила тело женщины. Премьер-министр Педро Санчес написал в соцсетях, что спортсменка найдена мертвой. Но официальные власти не спешат подтверждать эту информацию. Они ждут результатов расследования. Подробности в репортаже Анастасии Дмитриевой. Тело женщины, которая может принадлежать олимпийской медалистке Бланке Фернандес Ачоа, обнаружили сотрудники гражданской гвардии Испании в среду в горах Сьерра-де-Гуадарама в провинции Мадрид. Горнолыжница пропала в той же местности 23 августа. Все это время власти вели поиски. Премьер-министр Педро Санчес сообщил в Твиттере, что Фернандес Ачоа найдена мертвой. Однако, по словам представителя правительства в Мадриде, власти не могут официально подтвердить или опровергнуть эту информацию, пока не завершится расследование. 56-летнюю спортсменку в последний раз видели в районе Аравака. Ее машину в воскресенье нашли в городе Серседилья, неподалеку от горного хребта Ля Пиньота, где обнаружили тело. Фернандес Ачоа является единственной в истории Испании медалисткой зимних игр. В 1992 году на Олимпиаде в Альбервилле она завоевала бронзу в слаломе. Также испанка выиграла 4 этапа Кубка мира. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.